Уфа увидела спектакль, представленный в 6 номинациях национальной театральной премии «Золотая маска». Татарский театр имени Галиаскара Камала привез в столицу республики постановку. И это жизнь молодого режиссера Айдара Забарова. Как принял уфимский зритель драму и что значит для ее создателей «Золотая маска», расскажет Галина Заводникова. Артисты татарского театра Камала перед спектаклем занимаются сценической речью. Донести каждую реплику до зрителя на чужой сцене не всегда просто. Дружбе национальных театров уже более века. Впервые на гастроли в Уфу труппа казанских актеров прибыла в 1910 году. В этот раз соседи привезли в Башкирию 6 премьер последних лет. Среди них совсем новая постановка «И это жизнь». Спектакль татарского театра Галиаскара Камала в Уфе вновь проходит при полном аншлаге. В зале нет ни одного свободного места. Особенность спектакля в том, что артисты играют по несколько ролей. Лейсан Рахимова – мать и жену главного героя. Меняет костюмы 7-8 раз. Ну, это актерское мастерство. Это, наверное, этим и загадочна наша профессия. Поэтому... Трудно? Нет. Это в удовольствие. Это рост какой-то еще для каждого актера. То есть в профессиональном смысле это опыт. Я вообще люблю свою профессию. Я люблю работать, я выходить люблю на сцену, я люблю зрителей. В сюжете постановки дневники главного героя Халима. История священнослужителя, проходящего жизненный путь от студента Шакирда до сельского муллы, пронизана абсурдностью и иллюзорностью происходящего. Если подросток много веры, много максимализма, идеализма и желания перевернуть мир, то как в Фаусте, чтобы понять черта, надо прожить столько же, сколько и он. Ну и, естественно, ребенок взрослеет и, как и все мы, немножко разочаровывается в жизни. Спектакль представлен на Российской национальной театральной премии фестиваля «Золотая маска» в 6 номинациях. Драма в большом формате, работа режиссера, главная мужская роль и женская роль второго плана, работа художника и художника по свету. Самое ценное, что зритель, несмотря на никакие маски, не маски, премии, зритель любит, зритель обсуждает, и после каждого спектакля иногда ко мне на следующий день заходит зритель, говорит: мы не согласны с этой позицией, мы не согласны в некоторых моментах вашего постановки. Я говорю: давайте разберем. Один из главных конкурентов на получение маски в большинстве номинаций — постановка Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури «Зулиха» открывает глаза. Но камаловцы говорят, что здесь нет духа соревнования, ведь главное — развитие национального искусства в России. Я был в этом театре в Казани и на их гастролях в Петербурге. И тогда, когда они были в Москве, это очень интересный театр, самобытный, высокой культуры, с прекрасными артистами. Так что я не жалею, что я на один день приехал в Уфу. Тем более театр из Уфы, драматический, башкирский, тоже недавно был в Москве. И оба эти коллективы очень сильные. Кому достанется «Золотая маска», узнаем уже весной. 16 апреля в Москве на исторической сцене Большого театра состоится церемония вручения премии. Галина Заводникова, Рамзель Мигранов, Вести, Башкортостан.